Свои первые дни жизни малыши встречают в Республиканском центре охраны матери и ребенка. Здесь дети постоянно находятся рядом с матерями, даже если родились с помощью оперативного вмешательства, но чувствуют себя достаточно хорошо. Очень важно, чтобы с первых секунд жизни ребенок чувствовал себя защищенным. В медучреждении созданы все условия для мам и маленьких пациентов. 2 родильных отделения, отделение патологии беременности и собственная реанимация. Ежедневно здесь могут принимать до 25 родов. К примеру, за предыдущие сутки здесь родилось 8 малышей. Врачи отмечают, что очень важна своевременная госпитализация беременных. Бывает ситуация, когда нет возможности пойти, потому что и детей не могут устроить или что-нибудь еще. У нас есть возможность оказания помощи по типу дневного стационара. Значит, они к нам приходят, мы заводим историю, они у нас лечатся, находятся. По мере необходимости мы отпускаем их домой. Это довольно уникальная возможность, которую нам позволили, и, конечно, женщины должны этим воспользоваться. Часто дети рождаются раньше срока или же с патологией. Таких малышей переводят в палату интенсивной терапии. Впрочем, в центре для детей есть все необходимое. Термокровати с подогревом, кювезы также оснащены всем необходимым, чтобы новорожденные чувствовали себя максимально комфортно. Ребенок 36 недель родился, срок гестации. Он находился у нас в палате интенсивной терапии 2 суток. Сейчас он находится с матерью, и состояние его позволяет находиться с матерью. Он кормится и грудным молоком, и смесью. Мы смотрим за весом ребенка. Сейчас он начал набирать, состояние улучшилось. В центре идет поэтапное обновление оборудования. К примеру, 1,5 месяца назад закупили современные и удобные кресла для роженец. По итогам 2017 года в Республиканском центре родилось 1635 мальчиков и 1500 девочек. В коллективе как молодые врачи, так и специалисты с внушительным стажем. Акушер-гинеколог Мария Ташадыжева в профессии почти 50 лет. Сегодня занимает должность заместителя главврача. Хлопоты с бумажной волокитой она успевает совмещать с операциями и консультацией роженец. Беременная женщина, вы знаете, это человек, имеющий свои специфические особенности, психологические особенности и остальные. Поэтому, если имеется беременная в семье, большая просьба ко всем, чтобы они более бережно и более понимающе относились к ней. Те капризы, которые бывают у некоторых, эти капризы, конечно, надо ими пренебречь и постараться войти в ее положение. Сами молодые мамы отмечают, что помимо профессионализма и нового оборудования очень важен и подход самих врачей. Доброе слово и поддержка в такие моменты играют значительную роль. Без внимания вот это. До последнего, Аллах тажмху. Несколько лет подряд Ингушетия занимала лидирующие позиции как по рождаемости детей, так и по младенческой смертности. Цель республиканского Минздрава была снизить смертность, которая сегодня заметно идет на спад. А совсем недавно в Центре охраны материнства и детства после ремонта открылась уютная выписная комната, где родные впервые встречаются с новым членом семьи. Зарима Ивлоева, Марина Катиева, Мадина Пугоева. Новости 24.